Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нақ осы шақтың күрделі түрі. Сложная форма очевидно настоящего времени глагола. Сложная форма очевидно настоящего времени используется, когда нужно описать любое другое действие человека, совершающихся в данный момент времени, кроме четырех. Тор, жүр, жатыр, отыр. В таком случае глаголы тұру, жүру, отыру, жату, либо жатыр будут вспомогательными. Для того, чтобы составить предложение в сложной форме, очевидно настоящего времени от смыслового глагола, отбрасывается суффикс «у» и присоединяются суффиксы «ап», «эп», «п». Затем следует вспомогательный глагол с личным окончанием. Суффикс «ап» добавляется после согласных, если слово твердое, «эп» после согласных, если слово мягкое, и «п», если слово оканчивается на гласный звук. Например, возьмем смысловой глагол «тыңдау» – «слушать». Отбрасываем букву «у» и прибавляем суффикс «п», так как основа глагола заканчивается на гласный звук. Затем добавляем вспомогательный глагол «отыр», если действие совершается сидя. После этого прибавляем окончание «мн», если действие совершаю я. Тыңдап отырмын. Я слушаю, то есть сидя, слушаю. С одним и тем же смысловым глаголом в зависимости от ситуации могут использоваться разные вспомогательные глаголы. В зависимости от значения смыслового глагола вспомогательные глаголы могут показывать: первое – положение объекта, второе – длительность и характер действия. При указании положения объекта вспомогательные глаголы обозначают, что действие производится тор – стоя, жүр – в движении, отыр – сидя, жатыр – лежа. Вспомогательный глагол «отыр» используется только с одушевленными предметами. Мысалы: кітап оқып отырмын. Читаю книгу. Тыңдап отырсың ба? Слушаешь? Жазып отырсың ба? Записывайте. Арман тамақ ішіп отыр. Арман кушает. Вспомогательный глагол «тұр» обозначает короткое действие или разовый вход в определенное состояние. Мысалы: сөйлесіп тұрмын. Разговариваю. Ыдыс жуып тұрсың ба? Моешь посуду? Автобус күтіп тұрсыз ба? Ждете автобус? Айман кір үтіктеп тұр. Айман гладит белье. Вспомогательный глагол «жүр» обозначает периодичность действия. Например, оқып жүрмін. Учусь. Сабаққа барып жүрсің бе? Ты ходишь на занятия? Серуендеп жүрсіз бе? Вы гуляете? Вспомогательный глагол «жатыр» обозначает загруженность, занятость одним словом. Мысалы: киініп жатырмын. Одеваюсь. Кір жуып жатырсың ба? Стираешься? Үй жинап жатырсыз ба? Вы убираетесь дома? Сәуле тамақ пісіріп жатыр. Сәуле готовит еду. Глаголы «бару» – «идти». Например, туда. Келу – прийти, сюда. Апару – уносить. Акелю – приносить. Принимают суффиксы «а» или «е».
С данными глаголами используется только вспомогательный глагол «жатыр». Мысалы, мектепке бара жатырмын. Иду в школу. Үйге келе жатырсың ба? Идешь домой? Тамақ апара жатырсыз ба? Вы несете еду? Ол кітап әкеле жатыр. Он несет книгу. Если возникают сложности в выборе правильного вспомогательного глагола, то можете использовать жатыр. Он подходит в 99% случаев. Итак, запоминаем окончание. Бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз, келесі жүздескенше.